Таван Осхагал. Таван Осхагал. Ырывагательне булдар радио итлигене мерзем чеваш наци радио вентюре эфиринче жак самантра Таван Осхагал каларами пенибер сирембе чеваш истории бе, чеваш халыген истории бе, чеваш ен истории бе, тепленрех палашма булдары бар. Иртне каларымра ебер сирембе, чеваш халыге Россия ишне еплерех кенеберге калашны чатада, унзырбышне шармыш фразезіне зютсе явныча. Анжахта ку пирень шагым баеш пушвешлен мешхам перем вуншичеме жемер умынже, вунултымы жемерде ебер білдемірімін пулза иртне жаплавить ха вуншичеме жемер вара, чеваш халыге жен тада да биде кызыкларах, mëжендесен унжухне, пәдем Россия жайынче ужын узем пулза ирдеще, шав ужын узем палагынде пирен халыгада бірза девеш, унзырбышне, шак тапхырда пирень дарыхрада темендерлі ябалазем. Ергеленеше темендерлі пулымзем пурныжа кіреше. Паян ибір шыбақтанде аслы мілі каламала жентена смутта дезе баларда, шавдап храбах садуғы бір халық бір жезінче ғудшыны зінезюце явы бар, тада үтінеде. Каларма ергелесе пыма перебаян история слыхизен кандидача, шавын бігех чеваш патшалы гуманитария слыхизен институтжин, ерце біраган наука эшчене, Юрий Владимирович Гусаров пулыжы, каларым вырысла ергелензе бірі, перембе бірле был максириидат бар. Юрий Владимирович, добрый день. Добрый день. Сегодня у нас очень сложная тема. Мы с вами должны обсудить тему смуты и участия Чувашии в различных ополчениях. Смутное время для российской истории – это невероятно важный момент. Один из тех моментов, наверное, который был одним из самых важных для становления российского государства в целом, для изменения его системы и так далее, и так далее. Как этот период отразился на чувашском народе, который буквально, в последнее столетие вошел в состав российского государства того времени, а тут уже такое событие, как смута. Действительно, смута – это очень сложный период и продолжительный период российской истории, отечественной истории, и он сильно определил последующее развитие истории нашего государства. Вообще история переживала два периода смуты. Первый период – это начало 17 века, второй период – это начало 20 века. И оба раза Россия поменяла и систему управления, и многие законы, и те отношения социальные, которые существовали на то время. Если говорить о 17 веке, то смуте предшествовал кризис, структурный кризис русского государства. Это и экономический кризис, вызванный последствиями продолжительной и разорительной Ливонской войны. Это кризис социальный, вызванный закрепостительной политикой, которая в этот период началась, то есть были введены новые законы, которые усложнили выход крестьян от своих помещиков. И на все это наложился кризис политический, кризис элит русского государства, осложненный еще и династическим кризисом. В 1598 году пресеклась законная на тот период династия Рюриковичей, и власть стала объектом борьбы разных феодальных группировок. Все это раскололо русское общество, и началось то, что мы называем гражданской войной. То есть одна часть населения выступила против другой части населения. Каждая боролась за свои идеи. Противники власти, их объединил один лозунг за истинного царя. Кого же они считали истинным царем? Истинным царем считали царевича Дмитрия, который это последний сын Ивана Грозного, сын от его последней жены, седьмой жены Марии Ногой. Он был после смерти своего отца в 1584 году, он был сослан в город Углич вместе со своей матерью. И там находился. Так вот, в 1591 году 9-летний Дмитрий неожиданно скончался. При очень странных обстоятельствах скончался. Прямо во дворе дома, играя со своими сверстниками в ножик, он, писали современники, зарезался случайно. Напоролся, на нож и умер от потери крови. То есть ему не смогли помочь. Но позже
Появились слухи, что царевич не умер, что его пытался убить Борис Годунов, который претендовал на царство, но царевич выжил, и он якобы снова появился, объявился, и вот на волне этих слухов появился сначала Лжедмитрий I, потом Лжедмитрий II, был и Лжедмитрий III, и вот люди, которые не знали, конечно, всех этих тайн, значит, они верили, что Бог спас истинного царевича. Раз он истинный, то он под Божьей властью находится. Вот это и привело к тому, что вот разнородный лагерь противников центральной власти, значит, он объединился под именем царевича Дмитрия. Но если говорить о Чувашии, чувашский народ, конечно, имел свои. Он участвовал во всех этих процессах, но преследовал и свои собственные интересы. Какие? Он протестовал против того гнета, под которым оказался после того, как установилась здесь новая власть. Ну, вы, наверное, помните уже, что долгое время после присоединения к России шли черемисские войны. Появившиеся здесь русские помещики захватывали чувашские земли, монастыри эксплуатировали и пытались христианизировать местное население. Значит, власть допускала, местные руководители допускали различные злоупотребления. Вот это все, значит, вызывало недовольство населения, и оно включало в повестку своего протестного движения вот эти моменты также. Но на территории Чувашии выделяют 3 волны, крупные волны, значит, событий, которые происходили. Это лето 1606, начало 1607 года, осень 1608 и лето 1609 года, и осень 1609, конец 1610 года. То есть 4 года шли эти события. Чем они характеризовались? Тем, что на территории Чувашии действовали совместно и русские, и чуваши, и марийцы, и приходившие сюда казаки, представители других регионов. То есть границы смутного времени, они не были ограничены каким-то локальным регионом. Они охватывали огромную территорию. Юг России, запад России, Поволжье, центр. Здесь действовали и войска в свое время, значит, и Ивана Исаевича Болотникова, значит, и карательные силы. То есть действительно шла война, которая опустошила этот регион. В ходе этих восстаний неоднократно захватывались наши города, Чебоксары, и Цивильский, Ядрин, и Алатырь. Расправлялись восставшие с местным начальством, воеводами, жгли приказные избы, то есть административные центры, где находились архивы с закабалительными, значит, и другими документами, значит, надеясь, что это приведет к уменьшению сбора налогов там, ну и так далее. Кроме того, в этот период происходило разорение монастырей. Вот, скажем, на первом периоде был разорен Алатырский Свято-Троицкий монастырь. На втором этапе Троицкий Чебоксарский монастырь. Вот рассказывают источники, что в ходе восстания в Чебоксарах восставшие не только разорили монастырь и сожгли его крепостные акты, но и сбросили с монастырской башни игумена Галасия, расправились с ним. Что еще нужно сказать? Вот в годы смутного времени на территории Чувашии действовали, как я уже сказал, разнородные силы, и вот на последнем этапе появился даже представитель одной из властей, которая претендовала на власть, это Тушинского лагеря. Троекуров князь, значит, он был главой поместного приказа, он появился в Чувашии и пытался организовать здесь сопротивление, значит, против центральной власти и направлять чувашских крестьян на штурм Свияжска и города Казани. В конце 1610 года под Казанью силы восставших были разбиты. Это привело к тому, что вот в смутное время в Чувашии активные восстания, значит, смутного времени в Чувашии были прекращены, подавлены.
Ну, трагедия смутного времени заключается не просто в том, что люди убивали друг друга, а убивали друг друга земляки, граждане одного государства. Ведь центральное правительство, оно, разбивая восставших, оно тут же формировало свою армию, то есть насильно набирало в свою армию местных крестьян. И эти местные крестьяне затем уже под другими лозунгами, значит, они уже боролись, были вынуждены бороться и убивать своих же сородичей, которые выступали против. То есть вот эта междоусобная война – это большая трагедия, которую нельзя допускать, которую нужно понимать, что она разрушает государство, разрушает население этого государства и идеалы. То есть в данном случае мы должны понимать, что чувашские крестьяне на тот момент, жители Чувашского края, они по большому счету поддерживали тех людей, которые, известны как лжедмитрии различные. Да, естественно, да. То есть это было протестное движение против центральной власти. Эта центральная власть менялась. Значит, сначала это был Борис Годунов, потом это было правительство Василия Шуйского. Но в сознании народа ведь центральная власть, как бы она ни называлась, она повинна в бедах народа, обнищании народа. Вот. А кто выступает против власти? Это сторонники Дмитрия. То есть в данном случае не прошло и буквально 100 лет с момента вхождения Чувашии в русское государство, в российское государство, да, и начинаются подобные смутные времена, подобные изменения. А как так получилось, что чувашский народ, как и многие другие народы нерусского происхождения, остались государственными крестьянами на тот момент, а их, например, не прикрепили к какому-либо помещику, несмотря на то, что как бы различные помещики, различные люди, у которых были свои крестьяне, уже начали распределяться, заселять территории Поволжья? Дело в том, что государство всегда проводит определенную политику, и эта политика обслуживает интересы государства. Кто такие государственные крестьяне? Это крестьяне, которым принадлежат государству, и которые создают прибавочный продукт, то есть платят налоги, подати в пользу государства. А у государства очень много, будем так говорить, очень напряженный бюджет. То есть ему нужно содержать армию, ему нужно содержать государственный аппарат, значит, и государство не может взять и раздать, значит, своих крестьян в частные руки. Помещики – это частные руки, это частные владельцы. И поэтому государство, как бы сказать, оно проводило такую политику, что обеспечивало прежде всего свои интересы. Вот, скажем, в годы правления Екатерины и в годы правления Павла I, когда эти цари были вынуждены, эти императоры были вынуждены искать социальную опору, дополнительную опору, потому что шла борьба за власть. Помните, дворцовые перевороты этого периода происходили. И вот в этот период и Екатерина, и Павел I, скажем, раздали огромное количество государственных крестьян. Это вызвало и напряжение в государственном бюджете, это вызвало увеличение роста налогов. То есть это такая палка о двух концах. Если ты лишаешься своей собственности, значит, ты вынужден усугублять положение тех, кто еще в твоей власти находится. Понятно. Смутное время вот само по себе, то есть чуваши поддержали, как и большинство, наверное, поволжских народов, поддержали как раз-таки различных противников, протестных лидеров. Да, лжедмитриев. Хорошо. В данном случае этот момент, он происходил. То есть чуваши, они до конца понимали, что происходит на тот момент, потому что, как по мне, это просто какое-то течение, какая-то волна, которая была не совсем понятна, наверное, для местного населения, потому что они буквально только вошли в этот состав государства, уже началась вот эта вот смута достаточно сложная, которая для России имела прежде всего огромное значение. Очень интересно, как их вовлекали, как им это все объясняли, потому что это же буквально что-то совсем новое и очень тяжелое для народа, который только-только справился от каких-то потерь, от каких-то сложных моментов, связанных с историей Казанского ханства и так далее, и так далее. Буквально там лет 50-60 прошло. Как удалось все вот эти поволжские народы все-таки втянуть в эти действия еще раз? Понимаете, протестное движение, оно не нуждается в агитации. То есть протестное движение – это анархия. То есть вот как толпа.
начинается вот, что мы видим сегодня своими глазами, да, на улицах, скажем, городов, ну, скажем, сейчас Лос-Анджелеса. Собираются люди, сначала они митингуют, потом обостряется ситуация, начинаются столкновения. И вот в этот момент к этой толпе начинают присоединяться все, кто находится рядом. То есть вот это быстро распространяется. Протестное движение, оно не всегда консолидировано, не всегда организовано. Это во многом такой процесс неорганизованный. Поэтому Пушкин и говорил в свое время, что «сохрани нас, Бог, от русского бунта бессмысленного, беспощадного». То есть его очень сложно остановить, этот бунт, это противостояние. А что касается, вот я забегая вперед скажу, что чувашский народ, ну, скорее всего, конечно, его элита, то есть в этот период еще сохранялись феодальные князьки, значит, наши, сотенные, значит, и тысячные. И вот они сделали выводы из этого смутного времени. Вот смотрите, интересная ситуация. В 1611 году начинается у нас собираться ополчение. Сначала первое ополчение весной, и осенью уже второе ополчение. Это ополчение возникло среди русского народа как ответ на угрозу национальной безопасности России. Ведь что случилось в 1609 году? Поляки, воспользовавшись вот этой гражданской войной и слабостью власти, они начали захватывать русские земли, подступили под Смоленск. Для борьбы с поляками, значит, Василий Шуйский нанял шведов. И когда Василия Шуйского не стало, значит, шведы решили, что теперь, как бы сказать, у них нет обязательств перед новой властью, которую они не признавали, значит, и они начали захватывать новгородские земли там и так далее. То есть началась интервенция шведская и польская. И новое правительство, которое установилось в Москве, Семибоярщина так называемая, она пригласила на престол королевича Владислава, сына Сигизмунда, польского короля. А тот, значит, Владислав, ввел в Москву польские войска. То есть Москва столица, и она оказалась как бы в оккупации. И вот это вызвало желание освободить страну от этой агрессии. И вот что интересно, пишут современники, вот когда началось это ополчение, главную силу, отмечают европейцы, сыграли народы поволжские, то есть татары, чуваши, марийцы. То есть именно они составили ударную силу вот этого ополчения, значит, и повели борьбу успешно против этих интервентов. Вот смотрите, именно Поволжье, густонаселенное, многонациональное Поволжье стало центром, значит, второго ополчения, город Ярославль. Именно здесь заседало правительство этого ополчения, здесь находились его структуры, значит, здесь штаб находился этого движения. И чуваши активно в этом участвовали. Удивительно. Столько различных событий в течение нескольких столетий, буквально каждое десятилетие что-то приходилось на наш народ, и все равно находились силы, чтобы как-то противостоять. Но в данном случае можно только гордиться нашими предками. Эллада Данилова пересистерить перегунда кискедахтавду молодец, чавам бата кискедахтав хищный перкалажева малалахта забортованным мерзем. Эллада Таргашинь. Таван осхагал. Таван осхагал. Тусе мазылдереть бір, берін таваны схагыл кыларымра, баян пидя кыткастема земи, берыс мутадап хырнебах садугат пырун зарбышне чаваш халы хетерлі балғавзені худшынныне, жавын бекехінде тептап хырвал берін вуншитчемеш әмір бушламыжы. Берін батрахына рабан Юрий Владимирович Гусаров, история слойхизен кандидачы, шам бекех чаваш патшалы гуманитария слойхизен институт жингерцы брага наука ищения, и бир вуншитчемеш әмірде. Юрий Владимирович, мы только что говорили об участии Чувашии в различных ополчениях, в том числе и освобождении от различных интервентов. Эти события оставим сейчас немножечко позади. Что произошло, когда уже воцарилась династия Романовых, и как начали в этих условиях жить чуваши, ну и, собственно, Чувашский край? Ну, я, наверное, надо сказать сначала, до династии Романовых. Вообще, династия Романовых считалась в советское время, по крайней мере, в 1613 году, когда Земский собор избрал нового царя из
семьи бояр Романовых, Михаила Федоровича Романова, считали, что это прекратило, наконец, эпоху смутного времени. Но современные историки, современная наука считает, что событие, которое положило конец смуты, это Диулинское перемирие с Польшей 1618 года, когда закончилась интервенция, то есть закончились те испытания, которые переживал народ. Но мы давайте все-таки скажем, вернемся чуть раньше, вернемся в 1601 год к правлению Бориса Годунова, потому что в этот период происходят события, которые связало большую историю, отечественную историю и региональную историю, историю Чувашии. Дело в том, что у Бориса Годунова были политические враги. Были люди, которых он опасался. Ведь он не был Рюриковичем, он не был законным представителем династии. Он был боярским ставленником у власти. И он очень опасался конкурентов. И одним из его конкурентов был Федор Никитич Романов. Федор Никитич Романов – это представитель боярского рода, который был связан с династией Рюриковичей. Его тетка Анастасия Романова была первой женой Ивана Грозного. То есть Романовы таким образом были породнены с прежней династией. То есть у них были такие права, будем так говорить, законные права на эту власть в сознании части элиты. И вот в 1598 году, когда умер Федор Иванович, сын Ивана Грозного, состоялся Земский собор, на котором рассматривалась кандидатура нового царя, и Федор Никитич был одним из конкурентов Бориса Годунова. Правда, он отказался от этого престола. И это привело к воцарению Бориса Годунова. Но Борис Годунов считал его своим противником, и в 1601 году бояре Романовы были обвинены в покушении на жизнь царя, то есть в колдовстве, в попытке отравления. И весь его клан, большой клан Романовых и их родственники были сосланы в разные концы государства. И теща Федора Никитича, Мария Тимофеевна Шестова, была сослана в город Чебоксары для пострижения в местный Николаевский женский монастырь. Это произошло в июле 1601 года. Месяц заняла дорога, и в августе 1601 года она была насильственно пострижена в монахини. Что известно о Марии Шестовой? Вообще, это очень интересная фигура, хотя мы о ней знаем практически ничего не знаем. То есть мы знаем, что она родилась около 1550 года. К моменту ссылки ей было около 50 лет. Она была уже бабушкой, она была вдовой. Она воспитывала в том числе и будущего внука Михаила Федоровича, будущего царя новой царской династии Романовых. Практически это все, что о ней известно. Все остальное – это то, что мы можем, восстановить по сохранившимся источникам. Во-первых, род Грязных. Грязные – это род дворянский, который отличался традициями политического авантюризма. Дедушка Марии Шестовой, Васюта, так называемый Грязной, он сначала служил двоюродному брату Ивана Грозного Владимиру Александровичу. Но перешел на сторону Ивана Грозного, быстро втерся ему доверие, он был балагуром, известно. Он стал одним из лидеров опричнины. Но когда опричнину ликвидировали, Васютка Грязной тоже оказался в опале. Его сослали на южные границы государства. Там он попал в плен к крымским татарам, оказался в плену. И даже будучи в плену, он пытался влиять на крымско-русские отношения. Он вступил в переписку с Иваном Грозным, требовал выкупить его из этого плена. Но видимо, Иван Грозный его опасался, то есть, несмотря на то, что были выделены деньги, он так не появился в России, и судьба его неизвестна. Скорее всего, он был как ненужный свидетель, просто
убран. А вот его сын Тимофей, отец Марии Шестовой, он тоже в годы смутного времени он успел послужить разным царям, и Борису Годунову, и Лжедмитрию II, и королевичу Владиславу. То есть это был человек, который очень быстро менял свои политические симпатии, исходя из конъюнктуры. Ну, вот в таком окружении была воспитана Мария Шестова. Значит, что мы знаем еще из этого рода? Вот ее дочь Ксения Ивановна, это жена Федора Никитича Романова, Филарета, отца, значит, Михаила Федоровича Романова. Она, по рассказам современников, иностранных современников, она пыталась составить заговор против Бориса Годунова. И якобы она укоряла своего мужа, почему он снял свою кандидатуру, почему он не борется за власть, значит, с Борисом Годуновым. То есть, вот смотрите, и предки, и дочь, значит, у них были какие-то политические амбиции. Скорее всего, непростой характер был. И Марии Шестовой все на это указывает. Ну, утверждать это не берусь, значит, но факт остается фактом. Семейное воспитание каким-то образом на ней все-таки, наверное, сказалось. И что мы еще знаем? Мы знаем, что от нее в Чебоксарах остался одна очень интересная вещь. Это картина, она же икона, картина-икона Парсуна, значит, это, которая изображает житие царевича Дмитрия. Она, эта икона, обвиняет Бориса Годунова в преступлении, в том, что он подослал убийц к царевичу Дмитрию, значит, и таким образом расчистил себе путь к престолу. То есть, если это так, значит, то получается, что Мария Шестова таким образом вот через это демонстративно протестовала против Бориса Годунова и против своей ссылки. Ну, так ли это или не так, сказать сегодня сложно, потому что та картина, которая связывалась с Шестовой, она не сохранилась. Это была маленькая келейная икона. Сохранилась только ее копия XVIII века. Значит, но сам факт, что в общественном сознании вот эти две вещи, они были связаны, говорит о том, что какое-то предание, какая-то традиция, какая-то память в Чебоксарах об этой женщине существовала. Что, да, значит, что еще напоминает о ней? Напоминает о ней ее могила. Вот с могилой тоже и с кончиной не все очень понятно. Дело в том, что мы не знаем, когда умерла и где конкретно похоронена Шестова. Нет, не сохранилось источников. Есть только косвенные свидетельства. Вот, скажем, в 1605 году пришел к власти Лжедмитрий I. И что он сделал, придя к власти? Он помиловал, значит, представителей Романовых и Нагих, то есть как бы доказывая всем, что он и есть родственник, что он и есть представитель, который претендует по родству на эту должность царскую. Но среди тех, кто был помилован, сохранились их списки, и Мария Шестова отсутствует. То есть, по-видимому, она умерла уже к этому времени, то есть некого было освобождать. Что могло стать причиной смерти? Да, что угодно, наверное. Нужно вспомнить, что 1601-1603 год – это время страшного голода в русском государстве, когда люди ели даже экскременты, когда людоедство было отмечено во многих регионах. Умерло, по разным оценкам, миллионы людей. Кто-то называет сумму 3 миллиона, кто-то еще больше. Значит, и, возможно, вот этот голод и стал причиной ее смерти, как и многих других людей того времени. А почему ее сослали в Чебоксары? Ну, почему ее сослали в Чебоксары? Это было решение бояр. Наверное, потому что здесь не было социальной опоры, которая могла бы, как бы сказать, ее освободить. То есть это был национальный регион. Это были в тот период восточная окраина государства, населенные народом, значит, который, ну, даже и не принял еще
в достаточной степени православия. То есть ей здесь просто не на кого было опираться, не на кого было... Она была здесь как бы в изоляции, под полным контролем, чего добивался Борис Годунов. Юрий Владимирович, первым выходит Цагарин, Дежель Булинди, первым эфира вышлемели выход, щитретень. Что-то можно добавить, что мы еще не успели сказать вот про Марию Шестову, и получается, вот, может, про смуты, про ополчение, что-то такое важное, что мы еще упустили. Ну, давайте закончим про Марию Шестову тогда. О ней после 17 века, значит, никаких известий не было. Так продолжалось до XIX века. В XIX веке первый историк, который вспомнил о ней, назвал ее имя, это был Николай Михайлович Карамзин в истории государства российского. Вот говоря о смутном времени, он упомянул имя Шестовой и город Чебоксары, куда она была сослана. А в 1841 году, значит, было опубликовано дело Романовых, где были подробности ее ссылки, значит, и пострига в Николаевском женском монастыре. Вот после этого в 1849 году местный краевед, известный, значит, для нас, для региональной историографии, Андрей Иванович Краковский, это был священник Веденского собора, написал статью о Николаевском монастыре, о Николаевском соборе, вернее, вспомнил и о монастыре, и он облазил всю эту церковь, забирался на колокольню, спустился в склеп, который находился, значит, под одним из пределов, и нашел там следы 2 могил. Он и предположил, что вот в этом склепе и находится, значит, захоронение Шестовой. Ну, и его сведения, они, что называется, пошли в народ, это стало народным преданием в литературе, справочных, путеводителях по Волге, научно-популярной литературе стали приводить вот этот факт о ссылке Шестовой, и некоторые приводили, значит, пример о том, сведения о том, что она захоронена в Чебоксарах. И в 1913 году, когда праздновалось 300-летие династии Романовых, чебоксарская общественность подняла вопрос расследовать, изучить этот вопрос. И местный купец Федор Дребулов, значит, обратился в Москву, в комитет по празднованию, с просьбой расследовать это дело. И вот в 1913 году была послана комиссия сюда археологическая, которая провела раскопки и нашла захоронения, которые были объявлены захоронением Шестовой. Удивительно. Вот на самом деле такой молодой регион, получается, был настолько причастен, настолько связан даже с царской династией, со всем этим временем, которое является основополагающим, одним из самых важных для понимания российской идентичности как таковой. И в данном случае, конечно, это очень-очень ценно. Юрий Владимирович, огромное вам спасибо за то, что вы пришли к нам и рассказали об этом, потому что потрясающие вехи нашей истории теперь мы знаем намного больше о нашем родном крае. Эллада Данилова Сазасты, Педебазактав Сиреди, Тусемаз Лидереди Пханарабан, Юрий Владимирович Гусаров, Пульджа, История Слахизен кандидача, Серембеебе, Эльдиар Пулдам, Эфирдати Предель Булычин Чебер. Таван Осхагал. Таван Осхагал.